Завершился длившийся более 25 лет процесс создания двух регионов в составе Российской Федерации. Это поистине историческое событие, имеющее важнейшее значение для Чечни и Ингушетии. Торжественно руководители двух братских регионов в присутствии полномочного представителя президента страны в СКФО Александра Ботовникова подписали документ, определяющий линию административной границы на всем ее протяжении. Республика Ингушетия в лице главы Республики Ингушетия Евкурова Юнузбека Бамадгиреевича и Чеченская республика в лице главы Чеченской республики Кадырова Рамзана Ахматовича подписывают соглашение об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской республикой. Тепло и по-войнахски закрепили документ Рамзан Кадыров и Юнузбек Евкуров. До этого момента между этими субъектами не было юридически оформленной границы, что давало поводы для различных политических провокационных спекуляций. Теперь на карте появится четкая черта, которая будет определять территорию. Для подписания картографического изображения границы между Республикой Ингушетия и Чеченской республикой приглашаются председатель парламента Чеченской республики Магомед Хожахмедович Даудов и председатель правительства Республики Ингушетия Зелимхан Султанхамидович Евлоев. Отныне открывается новая страница во взаимоотношениях двух братских народов. Это событие стало победой для обеих сторон. Здесь же главы двух республик и полпред дали исчерпывающие ответы на все вопросы журналистов. В первую очередь Мотовников поблагодарил Кадырова и Евкурова за то, что смогли решить проблему, которая тянулась годами. Я искренне поддерживаю инициативу глав Республики Ингушетия и Чеченской республики по решению вопроса, которому давность уже более 25 лет. Это проблемный вопрос. В соответствии с частью 3 статьи 67 Конституции Российской Федерации границы между субъектами могут быть изменены с взаимного согласия субъектов, руководителей субъектов. Работа проведена огромная, работали две рабочие группы. И я уверен, что согласие достигнуто, вы сами были, это результат работы и инициативы этих двух руководителей. При достижении согласия в соответствии с пунктом А части 1 статьи 102 Конституции Российской Федерации Совет Федерации и Федерального собрания может утвердить новые границы между субъектами Российской Федерации после инициативного выхода глав республик на уровень Совета Федерации. То есть здесь исполняется полностью закон, основной закон Российской Федерации, Конституция Российской Федерации. Больше мне сказать нечего. Во-первых, нет передачи ни с той, ни с этой стороны территории. Это раз, чтобы было разъяснение. Мы эту разъяснительную работу будем проводить. Есть и с той, и с этой стороны желающие здесь дойти до Багаса и там дойти до Грозного. Говорят, что когда-то предки жили. Это мы понимаем тоже. Поэтому мы с Рамзаном Ахматовичем установили границу по устоявшейся с тех времен, которые это было уже там, с момента уже самостоятельности Республики Ингушетия. Единственное, корректиру мы несли внизу, на равнинной части, там, где ровно квадрат на квадрат, метр на метр, мы уступили друг другу с учетом того, чтобы выровнять границу. И один клин выправить. Это уже чисто сельхозугодие Гуповский, где мы вообще людей не затрагиваем. Остальное все у нас идет, и никаких уступок нет. Поэтому, конечно, мы с людьми разъяснительную работу это проведем. Для регионов не будет никаких препятствий для установления прочных экономических связей, заключения различных соглашений между предприятиями, фирмами, фондами, создания совместных компаний. По словам Кадырова, это событие должно поставить точку в бессмысленных суждениях, которые тиражируются в соцсетях. Вопрос остро у нас не стоял между главсубъектами. Это определенная кучка населения всегда обсуждалась и всегда использовали все моменты те или иные. После того, как мы начали строить дороги, маршруты, там прокладывать, и Ингушетии, в том числе там, определенный контингент людей, если можно назвать людьми, они опять же поднимают вопрос, чтобы не было вообще между Ингушетией и Чеченской республикой проблем. Сегодня мы взяли на себя ответственность, смелость, так скажем, да, и начали закладывать основу. И я думаю, что в ближайшем будущем комиссия, которая работала над этим, закончит все и расставит на свои места. А так мы в войнах, и мы братья, и это должно быть не на словах, а на деле. Мы больше говорим, что мы братья, а на самом деле, когда любой вопрос возникает, начинаем оскорблять, унижать друг друга. Это не по-мужски, не по-мусульмански, не по-войнах. Вот главный фактор
каждого это есть человечность, и мы должны оставаться людьми. Поэтому я прошу, чтобы не распространялись слухи и лжи наши патриоты, которые сидят в Европе или там дома, которые там поднимают молодежь, давайте мы станем, пойдем куда-то. Они должны посмотреть, что они сделали для народа, для региона, для государства. И те люди, которые хотят стать за ними, тоже должны дать правовую оценку. Чем они занимались в предыдущие годы, какие у них, так скажем, преференции, что они добились, какая помощь была от них для нашего народа. Поэтому я считаю, что сегодня мы, взяв на себя ответственность, подписали соглашение. Это соглашение послужит для укрепления братских наших отношений. Когда с Рамзаном сели и начали разговаривать, и Рамзан инициатором выступил, когда мы определили, что нам не нужна третья сторона в этом споре. Во-первых. Во-вторых, чтобы было понимание, эта проблема не сегодняшняя, не вчерашняя, и не моя с Рамзаном. Эта проблема, она нарисовалась с момента самостоятельности наших субъектов. И с тех пор на каком-то уровне не принималось вот таких решений. Сейчас, как Рамзан сказал, мы взяли на себя эту ответственность, и плюсы наши, и минусы наши. Я вам скажу, что победили мы. Победили наши предки. С Рамзаном это обсуждали. Когда мы говорим о чем-то по телефону или там в интернете, это одно. А надо вспомнить, сколько мы прожили вместе. И сейчас мы живем вместе. Вчера один из священнослужителей сказал очень такие хорошие слова. Как бы вы ни делили границу, там есть ингушские дома, он имеет в виду, что у нас всегда будет встречать и наша земля, здесь есть чеченская земля. То есть хорошие слова. Мы жили, и это память о наших предках. Ну, конечно, это большой задел нашим потомкам, молодежи. Сегодня, когда мы это все завершим, когда федеральный центр между нами определит границы, слушайте, у нас вообще нет никаких вопросов, кроме вот тех же родственных наших отношений. А те, кто считает, что кого-то где-то ущемили, найдите хоть один случай сегодня, где наш ингуш не может поехать в Чечню или чеченец не может приехать, где мы вообще даже не обсуждается. Ну а проиграл кто? Наши враги. К этому надо. И как Рамзан сейчас сказал, конечно, и в соцсетях, и молодежи, всем, прежде чем что-то писать, во-первых, себя обозначить, что это ты такой, и обоснуть. Во-вторых, лучше вообще этого не делать. А сейчас мы главы подписали, и все должны быть солидарны и в Чечне, и в Ингушетии за нашим решением, и вместе дружно выполнить это решение и укреплять наши братские отношения. По словам Евкурова и Кадырова, между республиками, то есть на границах, не будет никаких блокпостов. В этом просто-напросто нет никакой необходимости. Кроме этого, главы муниципальных образований Чечни и Ингушетии сообща решат административные вопросы. После всего этого, со что мы пост убираем, с Акиюрта пост убираем. Нам не нужны посты. Я думаю, что и Рамзан также их не поставит. Зачем посты нам нужны? Когда у нас уже нет спорных. Вот сейчас, чтобы вы понимали, все наши главы муниципальных образований, наши и с чеченской стороны, все начальники ГОВОДа, РОВОДа, все еще раз обойдут по своим землям. Здесь все будут знать, кто где находится. И только будут так смотреть, кто что делает, и все. То есть спорного вопроса нет и никаких там проблем нет, я думаю. Что... На самом деле вообще не было вопросов. Там. Все органы исполнительной власти, муниципальные власти, они все понимали, кто где что обслуживает на самом деле. И просто несколько там человек, они этого, оказывается, не понимали, потому что они никогда в этих территориях не были. Они не знают истории там. Поэтому они и поднимают вопрос. А те люди, которые занимались хозяйством, там, благоустройством там, той или иной территории, они понимали, что и где. На самом деле абсолютно вопросов не было. Там. Когда мы сели там с Юнусбеком, абсолютно у нас вопросов не было. И то, что касается блокпостов, зачем нам нужны блокпосты? Вот блокпосты нужны тем людям, которые сегодня искажают, там, оскорбляют достоинство мужчины. Они должны понимать, что где бы они ни находились, когда задевают честь войнахов, они должны отвечать за это. Я отвечаю. Где бы он ни был, не имеет значения. Если он оскорбляет достоинство, я или член команды, или кто-либо не был, он должен отвечать. Я попрошу, чтобы они были поаккуратнее, когда они высказывают отношения той или иной там, территории, или региона, или руководства. Напоследок руководители регионов и полпред призывают тех, кто пытался дестабилизировать обстановку между чеченцами и ингушами, оставить эти тщетные попытки. Ведь войнахи не могут делиться на своих и чужих. Вчера и сегодня попытки здесь, в Ингушетии, не совсем красиво, приятно, потому что гости приехали. Но все равно демократии переживем. Вот те, кто и в соцсетях, те, кто и на улице, те, кто активный, конечно, они будут отвечать, и здесь нет срока давности.
Ну, еще хочется сказать, и Рамзан Ахматович, я хочу сказать и вам, и большой администрации спасибо за вот такое терпеливое отношение вот к нашим вот этим последним там, сегодня уже мы уже все утвердили, поэтому это большой плюс и для большой администрации. Почему? Потому что два региона, не вмешивая администрацию большую, не вмешивая третью сторону, сами сели, подписали. Я думаю, что и пример для других регионов Российской Федерации. Я хочу поблагодарить наших уважаемых руководителей именно за смелость и решительность в этом вопросе. Это первое. И второе, поздравить вас еще раз, что потому это реальный факт укрепления добрососедства и дружбы между двумя войнарскими народами, это одним фактически народом на этой территории. И все, кто считают и считали, что здесь есть проблемы, они могут, посмотрев на этот факт, убедиться в том, что проблем нет. Это событие вызвало большой интерес общественности. Каждый думал и гадал, каким будет итог. На деле решение оказалось мудрым и дальновидным. Очень важно, что жители объективно оценивают это. ويتحق عنده ويناق إيش دي حسيادون زبرديل عاري إيش ويناق إيش تأتو إيش سونديره ويدايش قاعدين برت برش حدا يحكي دوي دال مع هو ويبتشح ويكيوغل هوشنا برت خلشون تها دال مع ويقدع برت دعور بختهم دال إيه بيركتي الله دال بوسوشنا برت صعبل دال غوشة داش ديش ديزر لويلان Noch Chiralrei, Jukazach Lonstolsch, Gerger Lonstolsch, weil Halma Hiller, Gerger nach Hildishtu. Очень рад, что это без каких-либо усложнений все разрешилось. 26 сентября 2018 года точно войдет в историю современной России. Прошел не один десяток лет, прежде чем восстановилась историческая граница между Чечней и Ингушетией. Теперь на карте страны появится четкая граница между двумя республиками. Зарина Атаева, Магомед Сулейманов и Алаш Аздамиров. При поддержке пресс-службы главы правительства. Новости.